готовился документ, который называется «Стратегия развития татарского народа». И многие организации приняли участие в подготовке к итоговому документу, посылали свои варианты развития татарского народа. И этот документ был зачитан и принят в 2020 году, 29 августа. И в нем сами татары признали, что исторически православие традиционно для татарского народа. И наша задача раньше, до 2020 года, было, чтобы этот документ был принят наконец-то. А сегодня наша задача уже стоит в том, чтобы развить вот это признание и рассказать большему количеству людей, что вот этот вот стереотип, что татарин это равно мусульманин, он совершенно ложный. И сегодня я хотела свое небольшое выступление посвятить двум покровителям татарского народа православного, да и вообще в принципе татарского народа, и всех православных тюрок. Гагауза в том числе. Естественно, это все в рамках вот этого съезда, в котором гагаузы, я надеюсь, сыграют очень серьезную роль. Это святой мученик, или мы говорим шахид. Мученик переводится на татарский язык как шахид. Прошу не путать с теми шахидами, которые вошли очень негативно. Не шахиды, на самом деле. Да, это мученики, которые пострадали за Христа. Святой мученик или шахид Авраамий Болгарский и святой мученик или шахид Феодор Болгарский. Иконы его здесь нет, но она в скором времени будет. И чем уникальны эти два покровителя татарского и тюркского народов? Тем, что оба были замучены, это семя, кровь мучеников, которая пролита на татарской земле. Оба были убиты в Болгарах, замучены. Один был изначально мусульманином, это Авраамий Болгарский, и он исповедовал веру Христову, а второй, он не был мусульманином, согласно исследованиям, но он проповедовал татарам и тоже был замученный. Как раз время убийства Феодора Болгарского оно попало на насильственную исламизацию ханом Узбеком. И эти два святых тоже есть такие схожести, и были убиты с разницей в 1 век, это 13-14 век. 1229 год убили Авраамия Болгарского, и 1323 это был убит Феодор Болгарский. И не буду сейчас пересказывать житие, вкратце скажу, что оба были богатые купцы, оба пострадали за татар и за тюркские народы. И в 2010 году на болгарском городище были обнаружены мощи. Мы знаем, что это мощи святого Феодора Болгарского. Он был найден в сидячем положении, ноги скрещены, в ногах голова его по экспертизе оторванная, в руках крест. И крест, судя по всему, и крест, и по исследованиям мощей, возможно, он был либо армянин, либо еврей. Его даже называют Федор Иерусалимлянин, или философ, или Камский. И происходят такие интересные очень события для нашей общины тоже, что готовится передача этих мощей в Татарстанскую митрополию. И эти мощи сейчас находятся в Казани в археологическом музее. И мы верим и надеемся, что это событие произойдет, оно очень важное, в том числе для поддержки тех татар и тюрков, которые исповедуют православие. Те времена были другие, когда их убили, и наша община понесла потери от радикалов, мусульман, убили нашего основателя, отца Данила Сысоева.
и также вот были замучены святые, и можно даже предположить, сколько просто людей было убито, и нам они неизвестны. Но сегодня сами мусульмане, нормальные мусульмане, они передают эти мощи Русской Православной Церкви. И вот этот вот союз, дружба, которую мы видим тоже на СВО, она очень важна, что православные вместе с мусульманами